В марте 2019 года отмечается 249 лет с момента вхождения Ингушетии в состав России. Каждая такая дата невольно подводит к осмыслению пройденного пути, подведению итогов, обсуждению этапов уже почти 250-летней общей истории, говоря о которой прежде нужно рассказать о предшествовавших событиях. Вообще история российско-ингушских взаимоотношений, российско-кавказских взаимоотношений, если исторически смотреть вот на этот вопрос, она уходит еще в период образования первого древнерусского государства, период Киевской Руси. Уже тогда были походы, мы знаем, да, киевских князей сюда, на юг России. Было противостояние военное с Хазарией. И уже тогда первые взаимоотношения с народами Кавказа – это и военно-политические союзы, поскольку, чтобы пройти через территорию, населенную местными племенами, местными народами, конечно, нужно было заключать какие-то союзы с ними. Участие вместе в каких-то походах. То есть тогда уже были первые, скажем так, контакты в Древней Руси с народами Кавказа, в том числе Северного Кавказа. Эпоха Средневековья – это время, когда многие народы пытались определить свою судьбу, свое месторасположение. То есть, конечно, если я скажу, что пытались определить, они имели же месторасположение испокон веков, где они жили и существовали, но в эпоху Средневековья, как сказала, были очень частые такие вот набеги со стороны неприятелей. И многим народам приходилось бороться за существование и за то, чтобы сохранить свою жизнь на своих исконных территориях. И ингуши были вынуждены постоянно уходить в горы с целью самосохранения, то есть покидать плоскостные земли. И, конечно, эта жизнь была очень сложной, напряженной, тяжелой. Пострадавший от монголо-татарского нашествия и сильно сократившийся в численности ингушский народ, вынужденный временно укрыться в горах, начал постепенно возвращаться на свои исконные равнинные земли. Но за время отсутствия ингушей здесь успели расселиться и почувствовать себя хозяевами кочевые и полукочевые племена. Конец 17-го, начало 18 века уже на освобожденных таких территориях, на нашей плоскостной Ингушетии, расселились кочевавшие в то время кабардинские, адыгские племена. Вот эти племена осели здесь, на нашей плоскости, и постоянно ингушам не было возможности вернуться на плоскость и постоянно жить, существовать. А в горах жить было очень сложно. Почему? Главная причина была это отсутствие земли, конечно. И ингушам было также, скажем так, выгодно и интересно ингушей взаимодействовать с Российской империей, поскольку это был период активного возвращения ингушей на свои плоскостные земли, когда-то покинутые в период татаро-монгольского нашествия, потом нашествия Тамерлана, вот, и более поздний период. Поэтому ингушам нужен был такой союзник, который обеспечил бы в том числе и внешнюю защиту от более, скажем так, многочисленных, сильных соседей, в частности, кабардинских князей и Российской империи, которая нуждалась в союзниках здесь, на Северном Кавказе. И ингуши тоже нуждались в таком союзнике для как бы и расширения, скажем, своих плоскостных земель и защиты тех населенных пунктов, которые на уже плоскостной территории у ингушей существовали к периоду, когда сюда, значит, на Северный Кавказ началось присутствие Российской империи. Период российско-ингушских взаимоотношений есть время активизации российской политики на южных рубежах. И здесь одной из основных целей был выход в Закавказье. Это 16-17 века. Мы знаем, что это активизация политики, опять же, в то время Московской Руси, при князе, вернее, не князе, а государе Иване, да, IV Грозном. Это сначала взятие Казани, Астрахани, то есть здесь Россия уже плотно начинает политику на южном направлении, расширение своих границ, защита своих границ, входит непосредственно в том числе, значит, контакты с близлежащими государствами, да,
Вот. И политика их на юге России, в частности на Кавказе, она активизируется. И в том числе нужно было наладить внешнеполитические связи с Грузией, с Закавказьем. И целый ряд посольств в этот период, это вторая половина, конец значит, 16 века, начало 17 века, активно вот эти посольства в то время направлялись сюда, на юг России, в Закавказье. И все эти посольства проходили, естественно, через Северный Кавказ, через земли, населенные народами Северного Кавказа, в частности, через земли Центрального Кавказа, непосредственно, где проживали наши предки. Вхождение в состав России для ингушского народа было на тот момент необходимо. Российскому государству, в свою очередь также имевшему ряд нерешенных задач, таких как укрепление южных границ и упоминавшийся выше выход в Закавказье, безусловно, было очень выгодно такое соглашение. Серьезным противником это были тоже кабардинские князья, которые совершали постоянные набеги, в том числе и Темрюк Идарович, который являлся тестем, мы знаем, Ивана IV, да, будучи женатым на дочери Темрюка Идаровича Марии, совершались постоянные набеги. И вот ингушскому народу необходимо было определиться, с кем он должен связать свою судьбу. То ли с теми народами, которые тоже имели серьезные интересы на Северном Кавказе. Это Иран, Турция имеется в виду, и Россия. У России, конечно, были далеко идущие планы. Через Каспий и через Черное море выйти на Закавказские республики было довольно сложно. Ну, там были такие, международное положение, скажем. И вот ингушам необходимо было определиться, найти своего союзника. И Россия, интересы России и ингушского народа, конечно, совпали. Россия, имея свои далекие планы выхода на Закавказские республики через территорию Дарьяльского ущелья, где проживали наши предки ингуши, они начали осваивать Кавказ потихонечку, и ингуши поняли, что действительно связать свою судьбу с российским государством на тот момент было довольно-таки престижно и почетно. Почему? К тому времени Россия уже стала централизованным, довольно-таки мощным государством, которое сумело уже завоевать какое-то международное положение, встать на уровень развитых государств европейских. Наиболее удобный путь – это пролегающий через Дарьял. Конечно, нужно было здесь этот путь, можно сказать, восстанавливать, реанимировать, древний путь. Нужно было здесь строить дороги, чтобы можно было по этим дорогам передвигаться. Вот. И поэтому эта территория представляла большой интерес. В этот период на Кавказе появляются первые российские военные укрепления. Нужно отметить, что строительство крепостей также основывалось на взаимовыгодных условиях. Тогда же здесь основываются и первые укрепленные пункты Московской Руси. Вот. И дальше уже был период, когда в силу различных причин внешней политики эти контакты немножко они ослабли, но опять же в 18 столетии уже при Российской империи мы знаем, что поход Петра I сюда, к Каспийскому морю, персидский поход известный. Вот. И дальше уже активизация политики при Екатерине II, активизация взаимоотношений с народами Северного Кавказа. Интересы России на Кавказе и, в частности, в Ингушетии не ограничивались территориальным аспектом. Интерес представляли и природные ресурсы, об уникальности которых российское правительство знало по докладам некоторых успевших побывать здесь исследователей. Помимо внешнеполитических таких интересов общих, здесь у России были также и экономические интересы, поскольку уже начиная с 1760-х годов, с конца 60-х годов начинаются экономические разведки территории Осетии, территории Ингушетии, то есть территории Центрального Кавказа, на предмет обнаружения здесь металлов. И была экспедиция такая известная Степана Ванявина, чиновника Берг-коллегии, то есть горной коллегии, занимающейся именно изучением геологическими разведками, геологическими исследованиями.
Вот. И он здесь побывал на Северном Кавказе, побывал в 1762-1772 годы, побывал в Осетии, побывал в Ингушетии. И первый такой подробный отчет об экономических ресурсах этих территорий был представлен именно им. В 1770 году ингушская делегация прибыла в Кизляр для решения вопроса о вхождении ингушского народа в состав российского государства. Комендант Кизляра Неймич сообщил об этом в правительствующий синод, после чего от правительства было дано указание направить в Ингушетию соответствующих лиц для принятия присяги от ингушского народа. 4-6 марта 1770 года в присутствии значительного числа ингушей в ауле Ангушт ингушские старейшины торжественно принесли присягу. Это событие праздновалось 3 дня на поляне Бартбос, склон Согласия. В марте 1770 года 24 представителя ингушского народа, это, наверное, представители из числа лучших людей, то есть представители разных родов, обратились к российскому правительству. Подробности это обратились к коменданту Кизляра, генералу Неймичу, с просьбой принять их подданство российского государства. И, конечно, первый акт, который закрепил уже более серьезно отношения русского народа с ингушским народом, это был акт, который подписан было усиление Ангушт, местности Бартбос, как мы с вами знаем, да, в марте 1770 года. Здесь, конечно, ингушский народ обязался защищать интересы российского государства, объявил всех врагов России своими врагами, друзей своими друзьями и так далее. То есть взаимные интересы и ингушского народа, и русского народа именно были закреплены актом 1770 года. Надо отметить тот момент, что вот это вхождение Ингушетии в состав России, оно проходило на фоне русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Вот, то есть тот период, когда, собственно, позиции и интересы России на Северном Кавказе, они были в таком немножко колеблющем состоянии. Тут было восстание в Кабарде, там в других областях Северного Кавказа, и тут в этот момент ингуши самый такой, можно сказать, сложный, критический момент для России, когда перевес, в общем-то, с военной стороны, он то был на одной стороне, то на другой. Тем не менее, ингуши как бы здесь проявили и мужество, с одной стороны, они и свою позицию какую-то активную проявили. Россия брала на себя обязательство обеспечить внешнюю безопасность и не препятствовать возвращению ингушей на исконные равнинные земли. С подписанием договора началось строительство и соответствующих путей сообщения. В результате, вот, скажем, этого подписания, вот этого акта вхождения в состав России, политика России здесь была активизирована на Центральном Кавказе. Здесь мы должны отметить, что в 1781 году здесь побывал Штедер, Леонтий фон Штедер, который также изучал территорию Центрального Кавказа и место строительства будущей военно-грузинской дороги, которая началась, мы знаем, да, в 1784 году начинается строительство крепостей, Владикавказа, ряда других по вот этой дороге, которая от Моздока, ведущей в Тифлис, то есть военно-грузинской дороги. То есть и эта территория, она входит в такую зону влияния, постоянного присутствия Российской империи. Территория Центрального Кавказа и именно вот территория Ингушетии того времени. После договора 1770 года между Ингушетией и Россией последовал еще ряд закрепляющих соглашений и договоренностей разных лет. Нельзя не сказать и о следующем акте, который состоялся в 1810 году, в августе месяце. Тут уже более подробно были расписаны обязанности, был заключен договор, была принесена присяга 6 представителями 6 самых крупных тейпов ингушского народа, и от каждого тейпа по 10 человек, то есть 60 человек, принесли присягу на верность России. Для исследователей, интересующихся историей российско-ингушских отношений и в целом периодом освоения Кавказа, сегодня немало документов в ряде российских и зарубежных архивов. Довольно хорошо по этой части представлены и фонды Государственного архива Ингушетии.
документы, документальные источники, в первую очередь российские документальные источники, которые хранятся в целом ряде архивов, значит, федеральных архивов. Это архив внешней политики Российской империи, поскольку все, что связано с взаимоотношениями, внешними взаимоотношениями, а в то время Кавказ был, он, естественно, частью внешней политики России, вот, и они откладывались в основном, шли через ведомства, которые занимались внешней политикой, вот, и непосредственно они так или иначе отложились в конечном итоге в архиве МИДа, архиве внешней политики, Министерства иностранных дел. Сегодня хранятся там. Также это и архив, Российский государственный архив древних актов, тоже отражает именно взаимосвязи активные с народами Северного Кавказа, в частности, ингушами вот этого периода. Вот. И это архив, ряд других архивов, в частности, в Дагестане есть такой фонд Кизлярского коменданта. С 1735-го крепость Кизляр была основана там, поэтому в результате деятельности кизлярских комендантов, взаимоотношений с народами Северного Кавказа, в том числе с ингушами, отложился большой пласт документов. Там достаточно много фондов, которые отражают деятельность этих кизлярских комендантов. Сегодня они хранятся в Махачкале, в Центральном государственном архиве Республики Дагестан. Частично документы, касающиеся вот этого периода, они хранятся в историческом архиве Республики Грузия. Но это вот основные, значит, архивные учреждения, где есть документы отражающие политику взаимоотношений, значит, политику России на Северном Кавказе, взаимоотношения с народами Северного Кавказа, в частности, с ингушами. Такие вот материалы, которые отражают, раскрывают политику России на Северном Кавказе, в частности, Ингушетии, этого периода, они у нас представлены довольно-таки широко. Ну, правда, не все, конечно, у нас есть, мы и дальше в этом направлении работаем. Эти архивы и дальше представляют для нас интерес на предмет выявления документов по этой тематике, и мы дальше как бы в этом направлении будем работать. Ежегодно в Ингушском государственном музее краеведения к дате подписания договора о вхождении Ингушетии в состав России готовится развернутая экспозиция имеющихся в фонде материалов. Добровольное вхождение Ингушетии в состав Российской империи – это одна из самых важных дат для нашего исторического сообщества, в том числе и для музея краеведения, который мы представляем. В нашем музее собрано очень много материалов, отражающих тот период навеки с Россией. Автор этой картины отобразил подписание договора о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российской империи. Со стороны Ингушетии там представлено местное население, в том числе и старейшины. В нашей постоянной экспозиции есть стенд, посвященный дружбе народов России и Ингушетии. Он называется «Россия и Ингушетия навеки вместе». В музее краеведения есть начальный эскиз картины «Навеки с Россией». Сестра Анатолия Анатольевича Артемьева, Галина Леонидовна Флерко, передала начальный эскиз картины «Навеки с Россией» в августе 2018 года во время ее визита в Ингушетию. Также наш музей каждый год готовит выставку, посвященную этой дате, и каждый год она обновляется, так как заслуги наших земляков перед Российской Федерацией все полнится и полнится. Общая российско-ингушская история в следующем 2020 году отметит 250-летний юбилей. За все эти годы ингушский народ не раз доказывал верность данной однажды присяге, всегда действовал в интересах российского государства и оправдывал оказанное ему доверие. На тот момент ингушскому народу это было очень необходимо и нужно. То есть, чтобы целью самосохранения, самоутверждения. И вот с тех пор этот акт, конечно, жизнью проверенный. Почти 250 лет испытаний, которое выпало на вот этот договор или вот это согласие, оно выдержало, конечно. За годы единения нашего ингушского народа с Россией мы это неоднократно доказали. И участвуя в войнах, которые велись российским государством, я имею в виду и русско-японскую, и русско-турецкую войну, и Первую мировую войну,
где активно участвовали наши соотечественники в этих войнах и доблесть показывали в сражениях. И Великую Отечественную войну, где мы участвовали, они активное участие принимали. И несмотря на то, что на то испытание, которое выпало на ингушский народ в 1944 году, тогда как лучшие представители ингушского народа воевали на фронтах Великой Отечественной войны, мы были выселены и были подвергнуты 13 годам лишений, да, и несмотря на это мы не озлобились, не увидели в российском государстве врага, и вернувшись сегодня, сохранив свой язык, культуру, традиции, обычаи, сегодня мы достойно развиваемся и динамично развиваемся, притом являемся достойным, наверное, субъектом в составе российского государства.